16 апреля 2004 года официальные лица и представители уйгурских организаций собрались в Мюнхене, Германия, чтобы учредить Всемирный уйгурский конгресс, важнейший международный орган национального движения Восточного Туркестана. В 20-ю годовщину его создания представители уйгурского народа, лидеры различных организаций, видные представители интеллигенции, ученые и бывшие руководители ВНК со всего мира выпустили видеообращение, чтобы отметить эту важную веху. ВЦ призвал провести юбилейные мероприятия в Мюнхене с 3 по 6 мая. Этим особым событием Всемирный уйгурский конгресс воздает должное своей культуре и истории, а также приглашает международное сообщество обратить внимание на трудности, с которыми сталкивается уйгурский народ. Абдулджелил Каракаш, председатель ТАК, сказал: «Я поздравляю Всемирный уйгурский конгресс и выражаю глубокую благодарность за их ценные услуги на протяжении многих лет. Конгресс продолжает быть голосом уйгурского народа, призывая международное сообщество обратить внимание и поддержать проблемы, с которыми сталкивается уйгурский народ. На этом важном этапе, чтя культуру и историю уйгурского народа, я хотел бы выразить свою веру в то, что мы будем в более сильной борьбе и солидарности в будущем». Эмма Райли, гражданка Великобритании и бывший сотрудник штаб-квартиры Высшего совета ООН по правам человека в Женеве, рассказала, что китайский коммунистический режим ведет тайную шпионскую деятельность в ООН и что китайское правительство подкупило как минимум 2 председателей Генеральной Ассамблеи, чтобы выяснить личности уйгурских активистов до того, как они дадут показания в ООН, и заставило их шпионить в пользу Китая. Эмма Райли дала показания в качестве свидетеля в британском парламенте о шпионаже и опасной деятельности Китая в ООН. Министры иностранных дел 7 стран с крупнейшими экономиками мира встретились на итальянском острове Капри. В совместной пресс-конференции, опубликованной 19 апреля 2022 года, министры иностранных дел G7 вновь подчеркнули важность мира через Тайваньский пролив и выразили обеспокоенность нарушениями прав человека китайскими властями в Восточном Туркестане и Тибете. Министры выразили обеспокоенность нарушениями прав человека китайскими властями в Восточном Туркестане и Тибете и отметили ухудшение плюрализма в Гонконге. Они также призвали Китай прекратить свою деятельность, подрывающую демократические институты и безопасность сообществ. Спустя более чем 10 лет президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган посетит Багдад, а затем Эрбиль с большой делегацией. Этот визит, над которым долгое время работали, считается историческим с точки зрения вывода отношений между Анкарой и Багдадом на новый уровень. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган впервые за более чем десятилетие посетит Ирак с официальным визитом. Сообщается, что в непростых отношениях между двумя странами обсуждались такие важные вопросы, как вода, безопасность и нефть. Согласно предварительным результатам, о которых сообщают СМИ, Национальный народный конгресс, членом которого является президент Мохаммед Муизу, придерживающийся прокитайской политики, победил на парламентских выборах, прошедших на Мальдивах в минувшие выходные. Нынешний президент Мохаммед Муизу, которого политические обозреватели характеризуют как прокитайского, в первый же день своего пребывания в должности потребовал от Индии вывести войска с острова. В субботу Палата представителей Конгресса США при широкой двухпартийной поддержке приняла пакет законов о выделении $95 миллиардов на помощь в обеспечении безопасности Украине, Израилю и Тайваню. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина воевала до последнего украинца. Все более глубокое вовлечение Вашингтона в гибридную войну против России обернется унизительным фиаско как во Вьетнаме и Афганистане, заявила Захарова.